Здравствуйте, в эфире программа «История башкирских родов». И, как всегда, в этой студии я, Максим Курников, и Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации «Шажире» и кандидат исторических наук. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы, как и обещали, будем говорить по одному роду. Ну, иногда, наверное, будем объединять какие-то рода. Но вот сейчас пока идем один род, одна программа в таком графике. И обещали мы, что будем говорить о родах по географическому принципу с запада на восток. И сегодня мы поговорим о роде Гирей. Сначала, как всегда, начнем с географии и каких-то общих исторических моментов. Ну, географически род Гирей на территории Республики Башкортостан, в общем-то, в прошлом, вернее, так скажем, вотчинами рода Гирей, это была территория всего Краснокамского района, частично Татышлинского, запад Татышлинского района, немножко Илишевский район и немножко Калтасинский район. За рекой Белой, на той стороне реки Белой, это, наверное, практически половина Актанышского района Республики Татарстан. И до сих пор там, такие громкие в истории Башкортостана деревни находятся, например, Токталачук, да, откуда, так скажем, один из лидеров башкирского национального движения Ильдар хан Мутин вышел, и вся семья Мутиных, которая очень, так скажем, известная в истории Башкортостана. Ну, об этом, наверное, об этом мы еще успеем поговорить в сегодняшней программе, да. Uh-huh. Ну, давайте об истории. Когда мы видим первые упоминания этого рода? Род Гирей – это, так скажем, такое название немножко русифицированное, да, то есть по-башкирски это звучит «горя», или «горя», или «горяй», вот так говорится. Значит, само название «горяй» восходит к монгольскому слову «ворон». Каре – это ворон, и когда прибавляется монгольский суффикс множественного числа, буква «т» или «ит», «т», «ут», и там по-разному, то есть, главное, чтобы там элемент «т» был, значит, получается название «кереит». Керейты – это известные, сейчас у казахов они называются керейтами, и у других, у нагайцев тоже керейтами, в Крыму тоже они известны, и у башкир известны. Я так понимаю, что это просто говорит, во-первых, о родственности языка, во-вторых, о распространенности этого образа, да, этого имени у разных тюркских народов. Я просто вспоминаю, что первые ханы казахского ханства, если мы верим, да, современной историографии казахской, это Джанибек и Гирей. Как раз два. Кто-то говорит Кирей, кто-то говорит Гирей, тоже по-разному произнося. Мы, наверное, этого вопроса еще коснемся. Дело в том, что здесь идет смешение антропонима, да, и этнонима. То есть, все-таки этноним – это первоначально. Сначала было, кирейтское ханство, могущественное ханство, возникло в XI веке на территории Монголии. До сих пор ученые спорят, кто все-таки были кирейты изначально, монголами или тюрками. Но судя по ономастике, то есть по именам кирейских ханов, там Тогрул хан или Буйрук хан, да, то есть мы видим, что это все-таки тюркские имена. Из этого мы делаем все-таки вывод, что все-таки я склоняюсь, что они все-таки изначально были тюрками, поскольку они были билингвами, то есть говорили и на тюркском, и на монгольском, жили в центре Монголии, и это было самое на тот момент могущественное, ханство. Если кто смотрел китайские сериалы или сериалы про Чингисхана, западные, был такой персонаж Ван Хан известный. Ван Хан – это как раз это хан кирейтов, Тогрул хан. Ван – это китайское название, Ван – это царь, за услуги, оказанные Дзиньской империи Китая. В общем, ему был пожалован царский титул Ван, и поэтому его стали называть Ван Ханом. Тогрул Ван Хан. И он был главным соперником Чингисхана. В тот момент, когда началось возвышение Чингисхана, происходила между ними упорная борьба, и там чаша весов постоянно, скажем, балансировала. То склонялась на сторону Ван Хана, то на сторону Чингисхана. И там много было таких моментов, когда просто по, так скажем, какой-то оплошности, что ли, или по какому-то такому нерадению, или, такому благодушию, что ли, Ван Хан упустил несколько моментов, чтобы окончательно уничтожить Чингисхана. Марксисты бы тут с вами поспорили о роли личности в истории. Да. И так далее. Но, тем не менее, возвращаясь к тому, почему мы об этом говорим. Мы говорим об этом, потому что это, в принципе, распространенный этноним, или потому что род Гирей каким-то образом связан с этим ханством. Род Гирей как раз он и есть. Они, вернее, название, по крайней мере, этноним оттуда происходит. Когда Чингисхан разгромил кирейтское ханство, эти осколки кирейтов, они просто куда-то мигрировали. Да, они просто рассеялись по степи. И часть этих кирейтов попала в Башкортостан. Если вообще кто-то себе представляет, а может быть, кто-то, наоборот, не представляет, и будет полезным это проговорить. Дело в том, что степной мир, мир кочевников,
народов, он был очень подвижен, он такой очень ртутный был, да, то есть воевали, сталкивались друг с другом более крупные, менее крупные группы людей, кто-то осознавал себя как какой-то там единый народ или как какое-то даже государство кочевое, кто-то не осознавал, но так или иначе это ртутно все переселялось. В результате этих переселений народов возникли потом те государства, в том числе и европейские многие государства, которые мы сегодня знаем. Южный Урал в этом смысле и Башкирия, Оренбургская область, часть Челябинской области был такой перекресток всех этих народов, которые переходили из Европы в Азию, из Азии в Европу очень часто. И здесь кто-то оставался, здесь были какие-то битвы, почему здесь так много, в том числе царских курганов, да, которые остались у нас здесь. Поэтому, в общем, нет ничего удивительного в той теории, что из Китая, из Монголии, из современных, да, нам какие-то народы могли перекочевать как раз на Южный Урал и здесь задержаться и дать какие-то имена, в том числе тем людям, которые здесь остались жить. Вот именно как раз, вот как сказали, вот этому ртутному состоянию, значит, перетеканию постоянно кочевников, у нас видим целого ряда народов, таких народов, как башкиры, крымские татары, нагайцы, казахи, там, узбеки и так далее. У нас идут параллели в родоплеменной структуре. То есть, одни и те же роды. Кипчаки и там, и у тех, и у тех, и у тех есть. Там киреит, и там, и там, и там. Там еще какое-то название. То есть вот такая ситуация. Мы так подробно об этом говорим, потому что род Гирей в этом смысле один из ярких, я так понимаю, представителей. Дело в том, что он, как бы, скажем, в средние века он считался одним таких из становых, да, потому что вот есть такое, значит, произведение «Кыса и Чингисхан», средневековое башкирское, значит, сочинение, оно своего рода священная история, да, башкир, то есть, вы понимаете, да, священная история – это не есть как бы реальная история, да. Это не есть… Это как Библия. Это вот такая священная история, где, значит, в котором находится свой политический миф, который, так скажем, что-то там обосновывает. И вот как раз там есть вот такой сюжет, что вот когда Чингисхан бежал от своих злобных братьев, и к нему пришли на помощь вожди башкирских племен, его нашли, согрели, накормили и подняли ханом. И, дескать, вот чингизиды нам обязаны вот, значит, тем, что вот они, скажем, у власти, и поэтому вот мы… идет обоснование власти башкирских племенных вождей. И за это Чингисхан им даровал каждому, значит, онгоны, так называемый, уран и тамги. Онгон – это священная птица, священное дерево. Значит, тамга, сами понимаете, рукоприкладный знак. Уран – это боевой клич. И, соответственно, вотчины земли. Так вот, в перечне вот этих вождей, вот в этом сочинении, в средневековом сочинении вот как раз и перечисляется и Кирейт-хан, Кирейт-бей, вернее, Кирейт-бей. Это о чем говорит, что, значит, вот в структуре той вот этой башкирской политии, да, которую… Средневековой. Этот род, он считался, так скажем, одним из, так сказать, становых основополагающих. Кирейты или гиреи, скажем, вошли в состав башкирского народа, но, понимаете, сейчас история ведь не стоит на месте. Все-таки наука двигается. Сейчас у нас появились возможности, значит, генетического анализа. Наверное, вы слышали, да, популяционная генетика есть такой сейчас, или геногеография. И вот мы решили проверить все-таки, а кто такие гиреи-то по крови? Неужели они там как раз вот непосредственно, значит, потомки вот той, да? И взяли генетический анализ у современных гиреев. И каково было наше удивление, что у них оказалась гаплогруппа И1 или I1. Это скандинавская гаплогруппа. То есть, и это тоже есть. Ну, в этом смысле… Нет, да, я договорюсь все-таки. То есть, это о чем говорит? То есть, мы думали, что какие-то будут гаплогруппы, ведущие к Монголии. В Монголии, но оказалось нет. То есть, получается, что большинство, значит, современных башкир-гиреев не являются потомками вот этих средневековых киреитов. Но, опять же, а почему тогда? Тут я разговаривал с генетиками, они говорят, вот какая ситуация происходит. Это говорит о том, что вот этот этноним киреит или гирей принесла всего лишь небольшая какая-то военная дружина воинов, которая, значит… захватила власть, возможно, да, среди части вот этого башкирского населения, которое является генетически выходцами тут Скандинавии, в Северной Башкирии, что тоже как бы неудивительно. И вот дали название, а сами бесследно растворились. Это на самом деле, в общем-то, судьба любой группы, которая захватывает территорию, часто давая то или иное имя народу или даже государству, русы дали. Или даже государству, сама растворяется в культуре, в генетике того народа, который был захвачен. И на самом деле принимает чаще всего и язык потом, и так далее. Он может называться
так, как был как раз от захватчиков, но на самом деле будет звучать, и правила языка будут той группы, которая захвачена, потому что их просто больше. Это, в общем, законы истории. Давайте тогда дальше двигаться. Мы понимаем, что в Средневековье, судя по тому материалу этнографическому, который у нас есть, это был какой-то заметный такой род, да, по крайней мере, который упоминался среди тех, которые там получили чуть ли не из рук самого Чингисхана право на какие-то земли. Что с ним происходило дальше? Что с этой территорией происходило дальше? Потому что я все-таки напомню, что когда мы говорим о башкирских родах, мы ведем скорее речь о географических каких-то территориях. Род не в смысле рода племенного этого союза, как у Энгельса, а род как территория. Так. Ну, дальше что? Дальше, как всегда, значит, в средние века, в общем-то, они разделили судьбу и других башкирских родов, то есть тут постоянно были междоусобия, как мы знаем, значит, особенно вот в период, скажем, распада Золотой Орды. Потом было вхождение в состав русского государства. К сожалению, нам до нашего времени не дошли имена гирейских вождей, да, которые, так скажем, беев, или как вот мы называем их, беев, князей, которые, так скажем, установили непосредственно отношения. Дело в том, что когда происходило вхождение Башкортостана в состав российского государства, происходило это все сепаратно. То есть каждый род он сам непосредственно шел и, значит, заключал. Вот. И поэтому у многих башкирских родов мы, так скажем, грамот, да, то есть не жалованных, неправильно, это не жалованные грамоты, это вот какие-то, значит, приходили и получали оберегательные грамоты, поскольку... Ну, давайте назовем это документы, свидетельствующие о переговорах, о вступлении в состав России. Да. Что у гирей с этим? У гирейцев, к сожалению, вот таких документов пока вот мы не обнаружили, ну и, наверное, уже и не обнаружим. Это не значит, что их не было? Нет, естественно, это обязательно они были, потому что, я же говорю, каждый род вступал, значит, в русское подданство вот сепаратно. И бывали случаи, когда несколько родов, так скажем, объединяясь, входили там несколько, там, 4 юго-восточных рода: Кипчак, Бурзян, Тамьян и Тангаур, да, вот, вернее, Усярган. Здесь, возможно, тоже что-то было подобное, но у нас нету этого. Далее, значит, уже 17-18 век, мы видим, тут в Башкортостане пылает восстание. Вот, естественно, гирейцы тоже были участниками этих народных движений. Хотел бы отметить вот род Мутиных, да, вот это самый, наверное, знаменитый род, семья, вернее, в составе рода гирей. Это вот сейчас деревня Токталачук, которая находится, вот основная коренная деревня, она находится на левом берегу Белой, то есть на территории Актанышского района Республики Татарстан. Их выселки этих деревень находятся, есть Токталачук и в Башкирии. Это выселок оттуда, значит, в Краснокамском районе. Вот сейчас, где Агидель город стоит, раньше там была деревня Тау-Токталачук, еще один Токталачук, но сейчас там город Агидель. Так вот, семья Мутиных жила по обе стороны Белой, и вот из их семьи, значит, основатель Тимир Мутин, как бы вот этой фамилии Тимир Мутин, это был, в общем-то, известный башкирский старшина в свое время, это был, так скажем, одно из первых лиц тогдашней Башкирии. Когда в 1757 году началась, вернее, уже шла война, значит, Россия вела войну с Пруссией, с Фридрихом II, был, значит, издан указ о формировании башкирского полка для выступления на фронт. Вот был сформирован башкирский кавалерийский полк. Во главе, значит, стоял Кедряс Мулакаев, старшина, и Тархан Карат-Абынской волости, это деревня Кедрячего Давлекановского района. Вот. А его помощником был вот как раз Тимир Мутин, старшина Гирейской волости. Они выступили в поход, пришли в Пруссию, участвовали в сражении под Гросс-Егерсдорфом, где вот они себя проявили нормально. Там, когда, помните, наверное, в Гардемаринах, там, значит, генерал, кто там, Салтыков, как, нечто можно Фридриха бить, отступать. А те Гардемарин: нет, вы что, предатели, вперед. И устроили кавалерийскую атаку через лес, и прусаки побежали. Вот как раз вот в этой кавалерийской атаке участвовал и башкирский полк. Вместе, значит, с русской кавалерией погнали прусаков, в общем, и победили. И род гирей мы как раз должны отметить благодаря Мутину, да? Ну, да. И вот этот Мутин потом на обратном пути сразу домой не поехал, завернул в Санкт-Петербург, поехал на запад, уже башкиры, так сказать, его делегировали, челобитную дали о защите вотчинных прав. И вот он предстал перед императрицей Елизаветой Петровной, в общем, вручил. Но, к сожалению, в Петербурге заболел, умер. И вот мы, значит, не знаем сейчас, где это его могила, и, может быть, когда-нибудь мы его отыщем в Петербурге. Ну, а в последующем представители этого рода Мутиных, они всегда, в общем-то, занимали такие видные должности, ведь потом было учреждено башкиро-мещерятское войско казачье.
Вот они там, значит, в этом войске постоянно занимали должности различных чиновников. Один даже из Мутиных был помощником кантонного начальника, другие были там, служили сотниками, юртовыми старшинами, исаулами, указными молами и так далее. Ну и вот самый последний, так скажем, знаменитый представитель этого рода – это Ильдархан Мутин. Он уже жил в начале 20 века, и вот он был, скажем, правой рукой Ахмед Заки Валиди, так скажем, и одним из отцов-основателей нашей республики. То есть судьба его была трагична, конечно. В общем, род действительно повлиял, да, на историю Башкортостана. Конечно. А просто чтобы понимать, территориально Гирей относился вот в 19 веке, в первой половине 19 века к Оренбургской губернии или Казанской? Уфимская губерния была, это Мензелинский уезд Уфимской губернии. Но Уфимская губерния же не всегда существовала. Так вот, на начало 20 века... А в начало 19 века это Казанская губерния или Оренбургская? Это Оренбургская губерния, конечно. Я почему спрашиваю? Потому что казачье войско как раз... Мензелинский уезд, Оренбургская губерния. Потом была учреждена Уфимская губерния. То есть Казанская губерния никогда не относилась, поскольку это была историческая Башкирия, вот весь Мензелинский уезд и Бугульминский уезд. То есть это восток нынешнего Татарстана, это все это историческая Башкирия. И, соответственно, территориально всегда, когда компоновали и Оренбургскую губернию, и Уфимскую губернию, всегда старались учитывать вот эти, значит, этнографические рамки. Вот мы отметили несколько человек, которые, да, яркие представители как раз рода Гирей. Увековечена ли их как-то память? Интересный момент. Я еще вот в 90-е годы, вот знаете, вот улица Октябрьская революция от Детского мира, вернее, от Гостиного двора вниз идет, да? Октябрьская революция вроде улицы, да. Вот и там вот желтый дом стоит вот на углу. И там, значит, висела мемориальная доска. В этом доме жил Ильдархан Мутин. Угу. Потом, после 2010 года, бац, эта доска куда-то исчезла, в общем-то. Потом... А у него какие были отношения с советской властью? Советской властью, ну как какие? Значит, вот как у валидовцев, так и, скажем, сторонников валидов. Он уехал или он остался? Вы знаете как, там ситуация такая была. Значит, сначала же они были на стороне белых, потом перешли на сторону красных. Так? Потом в 2020 году произошел конфликт между Башревкомом и Центральной советской властью. Когда начали унифицировать регион, значит, валидовцам это не понравилось. Валидов с группой товарищей ушел в Среднюю Азию. Он был среди Мутин них? Пошел с ним. Угу. Пошел с ним до конца. Значит, не то, что до конца. В общем-то, какое-то время он там пребывал. И даже вот изучал документы, дал ему задание, от которого он, собственно, отказался и вернулся на родину. Валиди ему сказал ехать в Семиречье и установить связь с семиреченскими казаками и с атаманом Дутовым, который уже в это время находился уже в этом... По пути в Китай. Уже находился в Китае. Уже в Китае. Да, уже в Синьцзяне уже находился, там в Урумчи. И он его, значит, пытался. И вот они поехали там с двумя своими товарищами, и что-то по дороге они там, видимо, настолько устали, и, значит, и развернулись и поехали домой в Башкирию, одним словом. Вот. Приехали домой, тогда в столице был Стерлитамак, были трудоустроены, потом столица переехал сюда, он тоже как бы работал в органах, потом его постепенно отодвинули, в общем-то, и в 1937 году, так сказать, он разделил судьбу других таких же. Я просто напомню, да, что Дутов в это время в Китае, на момент начала революции, он был не просто там каким-то атаманом какого-то одного из казачьих войск, он был признан главным, да, руководителем казачества всей страны, и поэтому на него были действительно определенные надежды у определенных кругов, не согласных с большевиками. Поэтому этот союз, в общем, может показаться кому-то там мелким, но нет, это не так. Нет, это мог бы быть, да, действительно. Так они же еще сотрудничали еще здесь, атаман Дутов там, и валидовское правительство, они же вместе единым фронтом выступали, пока вот их вот сама логика гражданской войны, так сказать, не развела там по разные стороны баррикад. И я так понимаю, с Колчаком тоже получается, потому что Дутов сотрудничал с Колчаком, конечно. И Камуч в Самаре в свою очередь. Возвращаясь все-таки от гражданской войны к тому, как увековечена или не увековечена их память. Здесь в Уфе, вы сказали, была мемориальная доска. А там, где они жили, вот, где они тут, родились? Наверное, скандал-то. Помните это или не помните? Ну, расскажите. Мы попытались приехать на территорию Татарстана. Нас оттуда выгнали, значит. Мы просто приехали, вот мы говорю, вот мы привезли, значит, деревню. Там как было, местный, значит, краевед, в общем, пригласил нас, что вот так и так мы делаем, значит, аллею Мутиных на их родовом кладбище. И мы привезли две, значит, доски мемориальные на русском и башкирском языке. Нас оттуда вышибли. Поэтому вы кто такие вообще, чтобы ни одного вообще даже слова, что по-башкирски не было.
Вот. Ну, а вы как-то согласовывали с местными властями? Ну, нас пригласил местный, значит, вот, так скажем, условно говоря, председатель сельсовета, да? Потом нас выгнали. Потом, когда вся эта пресса, вернее, шум в СМИ пошел, они все-таки это назад отыграли, и потом уже, так сказать, более торжественно все же пригласили. Все же мы там поставили. Сейчас то есть, вот доска есть. Все-таки две доски, да. Хэппи-энд, можно Тимуру сказать, Мутину и Ильдархану Мутину, то есть основателю фамилии и его потомку. Ну что ж, мы говорили сегодня о роде Гирей, который находится как раз вторым в списке программ, потому что находится он на западе как раз Башкортостана, и говорили о его истории и о ярких представителях рода Гирей. В студии были Максим Курников и Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации «Шажире», кандидат исторических наук. До свидания. До свидания.